В самом конце августа в ИНТИ работал Дмитрий Федорович Братыненко, председатель правительства Республики Коми. Он провел несколько встреч, накануне Дня шахтера возложил цветы в сквере шахтерской славы, передал награды от руководителей региона выдающимся интинцам, проинспектировал объекты капитального строительства. Но начался визит с совещания с подрядной фирмой, которая проводит капитальный ремонт школы в селе Петрунь. Деньги на эти цели выделены в рамках национального проекта «Молодежь и дети», и контроль ведется на самом высоком уровне. Пока идут ремонтные работы, дети занимаются в помещении детского сада. Сейчас здесь учатся 41 школьник и 10 дошколят. Контракт когда заканчивается у вас? В середине ноября. В середине ноября. Какой сейчас процент выполнения? 56. 56. В рамках графика? В рамках графика мы догнали. У нас сейчас завершается установка профнастила на кровле школы. Отопление сделали. Деревянное здание школы-интерната было построено в два этапа. В 1969 году двухэтажная деревянная 7-летняя школа на 160 мест. В 1978 году к зданию школы был пристроен одноэтажный деревянный интернат на 50 мест. В интернате жили и живут дети оленеводов от 5 до 15 человек в течение учебного года. Процент износа конструкций и инженерно-технического оборудования зданий школы и дошкольных групп еще на 2008 год составлял 68%. Контракт на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания выиграл подрядчик из Перми – ООО «Тонус Плюс». Сумма контракта составила 123 миллиона 500 тысяч рублей. Подрядчики заехали на объект 1 марта. Приступили к работам с 11 числа. Сразу же начали завозить в село весь необходимый для работы материал. Вначале по зимней дороге на буранах, летом используя баржи. Все, что на данный момент нужно для выполнения работ, в наличии имеется. Работы уже проведены колоссальные, здание практически строится с нуля. Но, несмотря на проделанный объем, у контролирующих лиц есть опасения о соблюдении графика работ и сдачи объектов в срок. Сегодня здесь работает бригада численностью от 30 до 40 человек. Но до окончания контракта осталось всего 2,5 месяца. Материал сейчас на сколько завезено? На 90. На 90. Просто мне докладывают то 76, то 88. Сейчас вы говорите при всех 90%, да? Да. 10% это в основном какие материалы? Если вы говорите, уже утеплили? Это у нас остались двери, остался сайдинг привезти и остались светильники, электрические, потому что кабельная продукция уже. Все остальное находится на объекте. Если что-то не хватает по мелочи, то либо на лодках, либо вертолетом туда доставляется. Проблемы будут с доставкой 10%? Нет. То есть вы нас уверяете, что все будет нормально? Конечно. Хорошо. У нас в этом нет. Говорите о скрытых работах. Дополнительные работы, которые возникли вне сметы, это только скрытые работы или все-таки какие-то были, не досмотрели, когда смету составляли? Это работы. Это у нас, допустим, в начале стройки, когда заходили... Я читал, там вместо 300 метров что-то там 3000 сделали, вот это вот. Да, это как бы очень большое расхождение, это съело очень много времени. Потом фундаменты были разрушены. Принимали решение. Я понял. Со сметной организацией, которая составляла смету, в рабочем порядке корректируете, проблем нету? Вообще никаких. Идут навстречу? Да, всегда. И главное вовремя. Все. Вот вопросов не со стороны технического надзора. Ругаемся, это нормально, спорим. Но документы все делаются исключительно быстро. И мы тоже в свою очередь не задерживаем. То есть мы выполняем работы. То есть, смета уже, допустим, если даже они не успевают доходить, то мы ждем. То есть у нас, допустим, сейчас работы, которые уже выполнены, они только ушли в экспертизу. То есть мы не ждем, пока у нас они выйдут из экспертизы. Сколько сейчас находится на объекте работников? Сейчас 34 человека. В процессе исполнения контракта подрядчиком совместно с заказчиком и представителем строительного контроля были выявлены дополнительные объемы работ, которые невозможно было определить при обследовании и подготовке сметной документации к капитальному ремонту. В частности, обнаружилось поражение бруса верхних венцов наружных стен сухой гнилью. Нижние ряды ростверка находились в слое мерзлого грунта. Нижний ряд венцов обвязки опирался на железобетонные сваи без оголовков, был продавлен и разрушен, из-за чего школа имела перепад пополам в отдельных местах до 30 сантиметров. Всего смена венцов по смете предусматривалась в объеме 386 метров. По факту, из-за воздействия влаги, сухой гнили, механического разрушения пришлось заменить почти 2500 метров. То есть вместо запланированных 3% наружных стен корпуса школы и интерната заменено 15% на новый материал. Данные обстоятельства, не зависящие от подрядчика, привели к увеличению сроков по отдельным видам работ. Однако на данный момент руководитель фирмы заверяет, что идет практически в графике. Закончен монтаж системы кольца отопления школы.
Вот, ведутся работы по укладке пола первого этажа, по укладке пола второго этажа, в той зоне, где у нас уже застелена кровля. Вот, профнастил к 1 сентября будет завершен по зданию кровли. Окна у нас уже стоят, я думаю, Все? да. Нет, не все. У нас стоит 26 конструкций из 104. Вот. Остальные конструкции, я думаю, в течение 2 недель уже будут закончены, потому что здание приведено в необходимую отметку. Полы школы, перехода и интерната будут в одном уровне, то есть дети не будут запинаться. Вот. И как бы это заняло свой определенный промежуток времени. Дмитрий Братыненко сразу дал понять подрядчику, переносить сроки никто не позволит, разве что в сторону уменьшения. Беря на себя обязательства по ремонту, подрядная организация должна изначально оценивать свои возможности. И если фирма справится с таким сложным объектом, то специалистов будут рады видеть на любом другом. Тем более, что в следующем году запланирован ремонт почти в 20 учебных учреждениях региона. С подрядчиком сегодня был достаточно предметный разговор. Мы берем это на контроль еженедельный. Под моим председательством проходят аппаратные совещания, на которых я рассматриваю с главами, со всем правительством. Не только строительство, там многие вопросы решаются, но и опять же по поручению главы республики мы контролируем все стройки и в этой школе. И будем держать на контроле. Школа должна сдаться в ноябре по контракту. И мы иных, так скажем, объяснений со стороны подрядчика, что у него в момент захода на ремонтные работы выявились какие-то дополнительные, это риски, все их должны оценивать. Если они берут на себя эти обязательства, они их должны выполнять. И так что мы стоим, у них по контракту 15 ноября, ни вправо, ни влево. Мы их попросили, конечно, ускориться, если это возможно, чтобы уйти во вторую четверть. И с 1 ноября дети пошли в школу. Но в этом случае они говорят, что они не успевают, очень много выявленных дополнительных работ. Даже в этом случае мы принимаем, но дальше 15 ноября никто ему не позволит уйти. Это его предупредили, здесь были наши коллеги все те, которые контролируют процессы, и директор школы. Так что вот, нам нужно детей повезти в нормальную отремонтированную школу. В рамках визита председатель правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко посетил 2 интинских объекта, где проводятся масштабные работы – водозаборные сооружения и промышленную площадку будущей газовой водогрейной котельной ТЭЦ. На качество холодной воды в Инте поступает много жалоб, но решить ее быстро нереально. Нужно проводить капитальный ремонт самих водозаборных сооружений, строить станцию водообработки и менять сети. Водозаборные сооружения на реке Большая Инта введены в эксплуатацию в 1956 году. В 2003 году из-за просадок вследствие шахтных выработок и русловых процессов были построены барраж и берегоукрепительные сооружения. Сегодня износ гидротехнического сооружения составляет 80%. Барраж имеет значительные дефекты. Кроме того, наблюдается падение уровня воды в реке, что создает риски надежного водоснабжения города. Мало того, что барраж, и плюс еще у нас же вот идут 3 галереи водозаборные, ну, которые приемные. Вот. И над ними уровень, ну, сейчас вот может быть с полметра от силы. То есть, если вода сейчас, вот дожди прекратятся, чуть похолодает, вода упадет. А если еще пойдет у нас шуга, это все забивается. Ну, и лед обычно может лечь. И у нас в приемных колодцах, вот, где, откуда насосы в САС берут, вода просто уходит. Чтобы провести ремонт водозаборных сооружений, необходимо привлекать сразу 2 министерства – Минстрой, в его ведении барраж, и Минприроды, отвечает за берегоукрепление. На данный момент проект находится в стадии разработки и будет готов, включая экспертизу, в конце следующего года. Проектная документация по объекту капитального строительства станции водоподготовки на головных водозаборных сооружениях на данный момент проходит экспертизу. А вот сети уже прокладываются. Их протяженность 15 километров. И по проекту заменить должны всю магистраль от водозабора до Интинской ТЭЦ. Работы ведет подрядная организация «Крымгазстрой». Проложено примерно 4 километра от запланированного объема. Строительство в Инте газовой водогрейной котельной – приоритетный инвестиционный проект по АОТ+ в Республике Коми. Объект мощностью 160 гигакалор в час заменит устаревшую ТЭЦ. Это повысит надежность теплоснабжения города и улучшит экологическую обстановку. В конце прошлого года был расторгнут контракт с предыдущим подрядчиком. После заключения договора с новой строительной организацией в мае начали завозить на объект материалы. К работам специалисты приступили в начале лета, и сразу видно, что работа кипит. На основной строительной площадке уже вырисовывается облик будущего корпуса котельной. Производится монтаж поверхностей нагрева 2 водогрейных котлов основных. Да.
Полностью залиты фундаменты под ВПУ, это вот они за основным оборудованием. И силовая плита там на стадии завершения 100%. Завозится металлоконструкция с середины августа. И сейчас с середины, где-то, с начала первой декады сентября начинается монтаж главного корпуса металлоконструкций, чтобы зайти в зиму и ВПУ монтировать. Понятно. А когда сдавать будете? Значит, основной срок окончания строительства у нас сейчас согласованный с Фондом развития территории, это декабрь 2026 года. Ого. Да, в ВПУ мы планируем на пусконаладку пойти в мае 2026 года, чтобы Меша-Топ полностью уже хорошую воду подавать на город. Еще раз. Май. Декабрь 25-го. Декабрь 26-го, это полная 26-го. Завершение полностью и ввод в эксплуатацию. А ВПУ, так как мы ее в первую очередь должны построить, и здесь, так как ГВС не соответствует Санпину, мы планируем в мае 26 года на пусконаладку выйти. Подрядчиков работает сейчас от 40 до 50 человек ежедневно. 4 подрядных организации сейчас работают. А во время посещения площадки Интинской ТЭЦ Дмитрий Братыненко осмотрел модульную пиковую котельную. Еще недавно она работала только на мазуте, но на днях первый из ее 4 котлов был переведен на газ. Компания Т+ на текущий момент выполнила поручение Ростислава Эрнстовича, газифицировала блочную модульную котельную, которая расположена на территории Интинской ТЭЦ мощностью 20 гигакалорий. Компания выполнила работы по прокладке газопровода 510 метров, в наружном исполнении и подземном исполнении, заменила горелки мазутные на газовые, сделали автоматический режим горения, и сейчас котельная находится в режиме ПНР, где каждый котел прогоняется от нуля до максимума, делаются режимные карты для того, чтобы город Инта был экологически чище, надежнее и комфортнее для жителей города Инты. Котельная предназначена в первую очередь для несения пиковых зимних нагрузок, для надежности теплоснабжения и для обеспечения ГВС в летний период, так как основная котельная наша будет построена в декабре 2026 года, а следующее лето мы будем работать на этой экологически чистой, надежной котельной на природном газе. Интинская теплоцентраль планомерно движется к исполнению задачи, которую поставил руководитель республики Ростислав Гольштейн – обеспечить качественное горячее водоснабжение и отопление для создания комфортных условий жизни горожан. Как отметил Дмитрий Братыненко, проверка этого поручения как раз одна из целей его визита в Инту. Цель доехать, посмотреть, как готовится городской округ к отопительному сезону, строительные работы в рамках ремонта школ. Плюс к этому, как выполняются взятые на себя обязательства компании Т+, с переходом на газовую котельную с угольной, ее этап строительства, в том числе и важный объект – это водовод. Потому что в этом году мы должны ускорить процесс строительства. Для этого есть все, это на особом внимании. Я периодически, постоянно по поручению главы республики провожу совещания, связанные с строительством всех объектов инфраструктурных, в том числе и Инту. Потому что это очень важно сегодня водовод, который мы тащим сюда. Это решение воды не только питьевой, это и горячей воды, и обогрева вместе в рамках взятых обязательств с компанией Т+. Посмотрел сегодня пиковую котельную, которую они запустили. Первый котел перевели на газ. Это только идут пусконаладочные работы. Дальше они выведут ее в рабочий режим. И этапы строительства вроде бы идет все в графике. К концу 2026 года мы должны будем перейти полностью на газ и топить здесь. И к этому мы ставим себе задачу сделать, в том числе и водовод. Потому что без водовода смысла будет никакого. Говоря о крупных работах в Инте, Дмитрий Братыненко затронул вопрос промышленного развития муниципалитета. Есть большие планы по нефтегазовому проекту. Компания буквально месяц назад у меня была встреча, ко мне приезжали на встречу Газпром, не Газпром, а Газпромнефть, компания Газпромнефть. Они сделали заключительные исследования по республике Коми. Одни из самых больших залежей углеводородов – это как раз Интинский бассейн. Мы понимаем, что сегодня с углем добыча угля в Инте остановлена. Но в этом году, спасибо бизнесу, мы запустим совместно производство карбида здесь. И дальше будем выстраивать планы, что делать
с работой здесь, да, то есть с каким бизнесом мы будем развивать НТУ. В рамках своего визита в НТУ Дмитрий Братыненко посетил спортивную школу «Юность». В этом году здесь, благодаря проекту «Народный бюджет», реализацию инициатив которого поддерживает руководитель региона Ростислав Гольштейн, были заменены старые двери на новые современные пластиковые конструкции. На выделенные по проекту 1 миллион 686 тысяч рублей спортивное учреждение обновило 42 проема. Председатель правительства оценил фронт работ, выполненных благодаря региональной программе, а также уточнил, как обстоят дела с решением других проблемных моментов, озвученных еще в его предыдущий визит в НТУ. Тогда сотрудники учреждения попросили о ремонте кровли спортивного учреждения и замене вентиляции. Также отдельного ремонта требует помещение нескольких секций. Частично работы были проведены, но капитальные вложения позволили бы надолго забыть о проблемных вопросах. В этот раз директор спортшколы озвучил еще одну первоочередную задачу, которую своими силами учреждение решить не сможет – приобретение и установка новой пожарной сигнализации. Срок эксплуатации старой 10 лет уже истек. Учреждению вынесено предписание, где обозначена дата для решения проблемы. Речь идет о сумме почти 5 миллионов рублей. Безопасность, в первую очередь, в том числе как первоочередные. Ставьте их тогда. И разобьем, а потом косметику привести в порядок. А так хороший зал спортивный, нужно его поддерживать в хорошем состоянии. Спасибо. Спасибо. Городские дороги, пожалуй, самая актуальная тема, которая была обсуждена во время визита в НТУ Дмитрия Федоровича Братыненко. Несколько месяцев назад, встречаясь с интинцами в Рио, главы Республики Коми Ростислав Гольштейн поставил задачу перед правительством Коми – помочь муниципалитету решить данную проблему. По дорогам посмотрели, конечно, нас не устраивает ни главу республики, в первый визит, когда мы были здесь, ни меня, как председатель правительства, не устраивает качество дорог в городе. Да, и наша титульная дорога в Инте от железнодорожного вокзала до города, она в ужаснейшем состоянии. Мы сегодня как раз с Григорием Ивановичем обсуждали по телефону с Министерством строительства и дорог, что мы будем делать. Значит, приняли решение. Со следующего года мы начнем сюда перебазировать асфальтный завод с дополнительной техникой для того, чтобы начать не только дороги к подъезду к Инте, но и внутри города. Они тоже находятся в очень удручающем состоянии. То есть вот это основная задача сегодня. После моего визита сюда приедут министры, зампредами, курирующие направления благоустройства и развития инфраструктуры, и выработают уже детализированные моменты в плане вот того, что я сказал. Но основная история, мы то, что видим, это благоустройство и дороги. Потому что понятно, что вода – это в работе, понимаем, что переходим на газ, но очень важно и для жителей, как внутри выглядит город. Он должен выглядеть достойно. То есть это вот основные задачи. Плюс ремонт и школ, но это на особом контроле. На концерте «Гордость Инты», который прошел в Центральном дворце культуры и техники, Дмитрий Братыненко также рассказал интинцам, когда они смогут ездить по отремонтированным дорогам. Основная часть посвящена, что мы делаем с Интой, как мы будем развивать этот городской округ. Подготовка не только к отопительному сезону и перевод угольных котелен на газ, подготовка той воды, которой мы долгие годы занимаемся, и когда мы закончим это, ремонты школ, спортивных комплексов, и много-много того. Вот сегодня мы как раз с Григорием Ивановичем в рабочем визите это все и обсуждали. Но в первую очередь это, конечно, дороги, те, которые есть не в хорошем состоянии. И задача, которая стоит перед правительством по поручению главы, привести их в нормативный, надлежащий вид. Сделать, отремонтировать. Скорее всего, мы будем сюда перевозить асфальтный завод вместе с техникой. И с 26 года начнем от железнодорожного вокзала сюда тащить дорогу до Инты. И в городе, конечно, тоже сегодня много вопросов касается и благоустройства, и вида его, и, конечно, дорожного хозяйства. Вопросов очень много. Мы на сегодняшний день формируем бюджет на трехлетний, и это как раз вопросы легли в основную повестку дня. На концерте в рамках празднования 104-летия Республики Коми по поручению руководителя республики Дмитрий Братыненко вручил людям, которые живут в нашем регионе и развивают его, работая в различных отраслях, благодарности главы Республики Коми за добросовестный труд и ответственное отношение к работе. Всего подобное поощрение получили 40 человек, которые трудятся в различных учреждениях и предприятиях Инты.
Я хочу сказать огромное спасибо за ваш труд от всего правительства, от главы. Люди – это самое главное в республике. Кем бы они ни были. Почет работать на любой профессии. Главное, чтобы мы развивали наш муниципалитет, нашу республику, нашу страну. Я низко кланяюсь вам. Спасибо за ваш труд. С праздником вас. Также ряд интинцев получили благодарственные письма муниципального округа Инта Республики Коми, которые вручил глава муниципального округа Григорий Николаев. Всего поощрения местного уровня были удостоены 19 человек, также из абсолютно разных сфер, включая общественников. Дорогие интинцы, добрый день. У нас сегодня с рабочим визитом находится председатель правительства Дмитрий Федорович Братыненко. Мы сегодня с ним обсудили немало важных для нашего города вопросов, наметили пути их решения. Надеюсь, все это воплотим в жизнь. Инта по праву называется золотым сердцем Республики Коми. И сердце это бьется благодаря всем вам, замечательным жителям нашего города. Ведь в различных отраслях, будь то бюджетники, сфера здравоохранения, культура, спорт, образование, ресурсоснабжающие организации, производственники, предприниматели, у нас огромное количество мастеров своего дела. И сегодня я от чистого сердца хотел бы всех поблагодарить за ваш труд на благо Инты и Республики Коми, за преданность родному городу и пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, стабильности, процветания и, конечно же, поздравить всех нас с наступающим Днем Шахтера. Ведь, несмотря ни на что, это шахтерский город, и мы этим гордимся. С праздником! Сразу после концерта Дмитрий Братыненко оценил подготовку интинских учебных учреждений к 1 сентября. В гимназии номер 2 в этом году во время летних каникул прошли ремонтные работы как на улице, так и внутри здания. А кроме того, гимназия – одна из 7 опорных школ в регионе. Ежегодно учреждение получает 1 миллион 800 тысяч рублей на обновление материально-технической базы. Все деньги вкладываются в модернизацию процесса обучения. Естественно, это в положительную сторону сказывается на качестве обучения. Ученики развивают сразу несколько направлений. Одно из самых популярных – инженерная, работа с беспилотниками, 3D-моделирование, 3D-печать. Это учебные квадрокоптеры, которые программируемые, то есть мы можем задавать траекторию полета, они полностью программированы, то есть аналоги профессиональных. А кто производитель? Компания Геоскан, Санкт-Петербург. То есть они такие производят? Да, они производят для учебных точек, то есть очень удобно, то есть они... И насколько у него полет батарейки хватает? Ну, 10-15 минут, но сменные аккумуляторы, этого достаточно для того, чтобы выполнить учебное задание. То есть они как раз разработаны для внутреннего пользования, то есть в спортзале можно проводить соревнования, да, и отрабатывается, и все геосъемку, которую переводим в 3D модель, мы можем летать и строить здания. Да, очень много интересных проектов есть. Да, сейчас цифры развиваются семимильными шагами. Также у нас есть и телевидение свое, и даже... Школьное? Да. Молодцы, хорошая история. Очень хорошо работает. Второе популярное направление – разработка виртуальной реальности. Ученики Интинской гимназии последние несколько лет подряд являются лидерами разработки виртуальной реальности в стране и побеждают на российских хакатонах. Это новый вид такой деятельности для точек роста. В России уже 3 года подряд мы занимаем первые места.
то есть является лидером, и даже наша работа является уже образцом для других. Также мы являемся участником разработки и внедрения апробации российских программных продуктов. Вот сейчас подготовлено, с 1 сентября нам выделяют 20 лицензий стоимостью 90 тысяч каждая лицензия для того, чтобы дети апробацию провели. И в конце месяца мы сдаем отчеты, свои замечания. Также мы вступили в проект «Виртуальная точка на карте России» и будем представлять Республику Коми среди всех регионов. 20 учебных, не учебных, а точек IT попали в проект. Мы единственная гимназия в России, которая с IT-клубами соревнуется и попала в эту двадцатку. Будем разрабатывать по направлению грант движения первых. Это у нас будет герои Республики Коми и история нашего города. Экономика. Экономики, промышленности, культуры, везде цифровизация – это такая сегодня драйвер наш в стране, и детям прививать это вот. Да, и робототехника плюс еще у нас Конечно. хорошее направление. Ну, Инженерные профессии. да, нам повезло, потому что в гимназию 2 город вкладывает все. Молодцы. Да, Спасибо вам. Нам так повезло. Дмитрий Братыненко отметил, что подобные учреждения, заинтересованные в разностороннем обучении своих учеников, стоит поощрять. И узнал о потребностях гимназии. Оказалось, родительское, ученическое и педагогическое сообщество школы мечтают о новых современных окнах. В гимназии есть пластиковые окна, но не во всех кабинетах и галереях. Зданию школы больше 50 лет. Старые рамы не менялись с момента сдачи здания. В кабинетах, где они установлены, холодно. Никакое утепление и промывка батарей уже не помогают. Дмитрий Братыненко поручил просчитать затраты. Завершился официальный визит председателя правительства Коми в НТУ посещением Валерии Терентьевны Щербань. Блокадница, ветеран войны, на следующий день отмечала свой 99-й день рождения. Поэтому в гости к старожилу пришли не с пустыми руками. Город любит меня навещают, так что предлагает свою помощь, конечно, всегда во всем. И учителя вот со второй гимназии тоже самое. А мы только сейчас были. Да, я уже слышала, что да, там, и да. были, ходили, смотрели. Да, да. Экспромтом. Зашли посмотреть школу, как она готова. Хорошая школа, хорошие дети, хорошие педагогические сады. Да. Валерия Терентьевна – человек с активной жизненной позицией, наследит за тем, что происходит в стране, всегда участвует в выборах и ждет победу в специальной военной операции. Спасибо вам, что вы нас, вот наше поколение, еще не списываете со счетов. Мы равняемся. Главное вам долгих лет здоровья и Ой, больше и мне, больше. наверное, пора уже вместе Не надо, не надо. Мы на кого равняться-то будем? У нас сегодня новые герои. Новые, достойные, новые, по крайней да, мере. у нас, их много, по крайней мере. Так что пора уже пьедестал почета уступать новым вот героям. Сегодняшние ребята, герои, которые участвуют Да, в СВО, да, да. они как раз все, многие, я езжу туда тоже, многие вспоминают и говорят, наши деды, наши прадеды вели такой неравный бой с фашистской Германией, со всем фашизмом, не только с Германией. Да, освободили всю Европу. Освободили не Европу, мир. Освободили Китай, освободили Корею, освободили Сахалин и Курилы от японских милитаристов. Пользуясь случаем, женщина передала деньги в фонд бойцов СВО. Такую помощь ветеран оказывает регулярно. Также она всегда помогает при сборе гуманитарной помощи. А поскольку сама выходит из дома редко, то использует любую возможность внести свою лепту в общее дело. Вы знаете, мне там как-то даже это неловко. Нет, Давайте... нет, вы знаете что? Давайте вы мы... меня не обижайте, Хорошо, потому что... слышу, молчу, буду делать так, как вы собственно говоря, ну я знаю, как мы помогали фронту. Все для фронта, все для победы. Мы отчисляли каждый месяц один день заработка в фонд победы. Поэтому этого, конечно, очень мало, но очень прошу. Спасибо вам огромное. Фонд наших ребят. Я обязательно передам эти деньги. Да, Фонд поддержки ребят в СВО. Обязательно. У нас есть глава республики по поручению этот фонд. Мы его тоже наполняем. Неравнодушные люди участвуют. Ну, естественно. Если вы наставите, я обязательно эти деньги передам туда от вас лично. Да. Пока материал готовился к эфиру, стало известно, председателю правительства Республики Коми Дмитрию Братыненко удалось найти возможность решить просьбу руководства гимназии номер 2 о замене окон. Деньги на эти цели в размере 15 миллионов рублей будут выделены в рамках социального партнерства с бизнесом региона.